Я когда приехал сегодня и встретил Шамиля, я ему говорю, каждый день создавать такие праздники. Шутя говорю ему, ты хотя бы через день эти праздники проводил бы. Потому что и вчера, и сегодня, по сути, наверное, прошли самые масштабные, самые исторические дни в истории лакского народа. Альхамдулилля. Подобного примера, чтобы собрались столько людей в духовном центре, провели в таком баракатном формате мероприятия, и после этого открытия мадраса, мы давно такого не слышали. Поэтому очень приятно для души, как бальзам для души, слышать о таких мероприятиях. И поэтому мы сегодня с большой радостью, с удовольствием приехали и вас, уважаемые братья, с этим поздравить. В нашей религии знаниям уделяется огромное внимание. Всевышний Аллах возвеличил знания. В первую очередь религиозные знания. И Всевышний Аллах возвеличил знания так, что Он возвеличил все, что касается этих знаний. То есть, кто преподает, он возвеличен Всевышним Аллахом. Это муаллим. За каждую букву, за каждую секунду времени, проведенного со студентами, он получает огромное вознаграждение. Всевышний Аллах возвеличил тех, кто получает эти знания, мутаалимы, назвав их райскими людьми. Ведь есть такое выражение: хотите увидеть райских людей, освобожденных от ада, посмотрите на мутаалимов, которые оставили все свои заботы, приехали и обучаются религии ислам. Всевышний Аллах возвеличил также то место, где изучаются эти знания. Даже этот маджлис, на котором мы узнаем что-то новое, Всевышний тоже возвеличил. Как? Сделав его причиной прощения грехов каждого присутствующего сегодня. Прощаются грехи, прощаются упущения, наши нехорошие маджлисы, на которых мы просто пустословили или злословили и так далее. И Всевышний Аллах возвеличил даже то здание, в котором это все будет проходить. Мадраса. Настолько возвеличил, что любое участие, даже переживание за это мадраса Всевышний не оставляет без вознаграждений. Это мы видим по практике, как люди менялись, как люди, которые подключались к мадраса. Мы не говорим о том, чтобы люди строили. Даже люди, которые просто переживают, звонят и говорят, как там процесс, все ли хорошо. Я даже не знаю, чем помочь, но хочу хотя бы поинтересоваться, как все ли хорошо, какая благодать ожидала этих людей. Мы это видим, какой бывает конец даже у этих людей. Поэтому мадраса – это необычное место. Это необычное место, которое, во-первых, объединяет, как сегодня мы объединились, по сути, со всего Дагестана приехали. И Всевышний дает огромные благо, вознаграждение тем, кто связан с этим мадрасой. Поэтому несчастен тот, кто не любит такие учебные заведения. Несчастен тот, который, как говорится, не болеет тем, чтобы оно развивалось.